ваше жыццё няпростае. І вельмі адна старонка з яго аставіла такі вот моцныя ўраджанні. Гэта пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Падзяліцеся, калі ласка, вашымі ўспамінамі. Ну, мае ўспаміны, як вам сказаць, я толькі помню вот той вечар, як усё гэта начыналася. Мы на футары бацька мой жыў, за вёскаю. Ну і мы сядзелі дзеці, а што ж мне было 4 годы. Ели галушки такие, знаете, картошку терли, выжимали и варили галушки. И мама, а теперь каждому мисочка, тады нальют в миску, и всем ложечки ешь. И мы это сидели, а хата что была, а верандочка была давнейшая. А все гуде нечто, гуде. Позираем мы потом по дороге, теперь асфальт, а тогда ж не было, такая дорога была песчаная, коньми ездили. Едут машины, а мы же дети, что мы бачили их. А батька у сараі был, там ён ці коню, ці есці даваў, ці што ён там рабіў. Потым ідзе з хлява, а от машины едут туды на лудзічы. Я кажу, тата, что это такое едзе по дороге? Он паўзіраўся, что те машины идут, нічого нам детям не сказал. Пошел на кухню и на жонку каже, Маруся, это не наши машины, танки это не наши. Кажем, тата, что-то это такое? Это, каже, танки такие, которые стреляют. И все тихо было. Эти машины ехали целую ночь. Каже, что-то такое. Это нечто не то. Это не наши танки идут. Ну и знаки ж были на их, так как и теперь. Потом утром, на завтра мама погнала корову сюда под вёску. Поля. Майже тепло ж было. Прибегая, плачучи. А тут до нас каже, Миша, але ж гэта война. Каже, батька, якая война тебе? Где ты ее взяла? Кто стрелял? Ехали, да поехали, хай едут, куда их черт, каже, понес. Ой, милые мои, а через пару дней все испытали на головах. Ой, дочушка, не дай Бог и не суди Бог. Самое страшное, как над головами ворвется. Что мы, мать загонить, пеш нельзя як палить, бо приказали, запалишь, а то разобьешь. Снаряд увалять. Мама нас у яму такие ямы копали, картошку сыпали. Мама туда нас засадить. Тую яму мы есть ишь хочем, дети. Грызли картофлю, сырую. Мы что, конфеты тады бачили, те что? То батьку быстро забрали. А тут потом у нас аж, правда, согнали были вот тут. Всю вёску согнали. А я ж бегала, пришла, где-то я гнали туда ко всіх. И за сараем мне забулялась. Приходжу в хату. Ничего нема, дверь подкрывана, никого нема. Сюди-туди нема. Побігла до сусідів одних, нема. Побігла до других, нема. Думаю, коровы погнали мусить у вёску. Бяжу сюди. Вёскаю бягу, нікого ніде нема. А у этих Макарчиков была веранда зроблена, а стекла были такие разноцветные. Я ж, а батька часто возил нас конем у накрышки, у церкву. Там были у притворы такие стекла. Я подумала, что это церковь. Ну, 4 года, дитя, что там в голове было? Забегаю туди у хату, дверь подкривана, нема нікого. Плачу на вулицю, вискочила і бягу ж вёскаю. Нікого ніде нема, не отойшов, не помню. От не вспомню, чи мужчина, чи женщина. Куди ти, дитятка, бяжиш? Кажу, тато й маму шукаю, і плачу. Бяжи додому, кажу, бо тато й маму погнали, там, кажу, їх всіх постріляють і тебе заб'ють. Заб'ють, кажу, і закопають. Бяжи додому. Я ж плачучи повернулася, то представте, за вёску, метров 200 ще від вёски. Прибігла і під піч залізла, заснула. Я і не чула, коли мама прийшла оттуда. А потім уже розказували, як, що получилося тоді, що не вибили всіх. А просто у которых побрали, мясо брали у людей. Придешь с ружьем, что ты не даси. Конечно. Пришли в сарай, тёлка стояла хорошая, тёлку за роги выволокли, зарезали на надворку, и что? Не даси?
Як ти не даші? Сім'ю поб'ють. Мама стала плакати, а мама ще була, баба жива, мать. Каже, Маруся, мовчи, аби діти живі осталися. Не лезь, каже, хай вже роблять, що хочуть. І в тих, у кого побрали, що були м'ясо якое, тих подпускали. А тих, которых ничего не брали, ложили, сани были такие, что коньми ездили, клали на сани и там били палками такими. Ну, сколько кому скажут, кому 10, кому 15, кому 17 ударов. Чем на толшейшую палкою били по плечу. Ну, я что не помню уже, як там. Только помню, что некоторые хворели люди такие, немоглые сидели. Это было ж мама, каже, это палки все, каже, выболиваете. Это многие поумирали, не выдерживали много, подбивали людям внутренности. Это некоторые вернулись, а некоторые уже там в Германии попалили моде живьем этих концлагеров. Як мы были рады, как война кончилась, не рассказать вам, не описать. Ну, что, тогда ж радио были не такие, вот как теперь телевизор, были такие ж радио. А батька, неколи наши, у нас нека была такая, некие колодки там выехали. И мама прибегая и каже, мама, война закончилась. Ой, детки, вы не представите, что мы робили. Мы думали, у хати головы подрываете. Что мы вытворали, дети, у хати, от радости, что не знали, что робить. Но мама наигорш плакала, потому что извещения мужика ничего не было. Последнее, ну, может, полгода, может, месяцев пару, я уже не помню. А мы не знали, как радоваться. А что наши уже побеждали, что аж прошли, вот тату ранила аж у Кенигсбергу в Германии.